поддержки творчески работающих мастеров производственного обучения, повышение престижа педагогического труда, распространение опыта лучших мастеров производственного обучения, Министерством образования и науки Чеченской Республики проводится конкурс «Мастер года». В нем принимают участие мастера производственного обучения, педагогический стаж которых не менее 3 лет, работы в учреждениях начального профессионального образования. 4 июня состоялось торжественное закрытие конкурса «Мастер года 2012». Хочу поздравить всех участников с завершением этого самого приятного мероприятия. Хочу сказать, что в нашей системе загорелась еще одна звездочка – источник педагогической славы. Надеюсь, что все участники этого небольшого соревнования, даже небольшое не будет неверно, скажем так, очень серьезное соревнование, могли получить достаточно опыт, познакомиться со своими соперниками и набраться у них опыта, в том числе быть, по крайней мере, равняться на нашу будущую, выбранную на сегодня в этот день звезду. Почему я называю звезду? Потому что очень хорошая была буквально в прошлом году статья про наших участников, и в интернете было прописано: загорелись 3 звезды системы профобразования. И это будет очередная 4-я звезда. Еще раз поздравляю всех участников, желаю всем удачи. Далее Жюри, в составе которого были методисты учреждений среднего профессионального образования и представители Чеченского института повышения квалификации работников образования, оценивали все по проблеме образования. Открытый урок урока производственного обучения конкурсанта, подробный план разработки открытого учебного занятия, а также творческие способности. Всего участников было 12 человек. Право объявить имя победителя республиканского конкурса «Мастер года 2012» было предоставлено ректору Чеченского института повышения квалификации работников образования Ганге Ильмурзаевой. Объявим лучшего мастера года. Итак, победитель конкурса «Лучший мастер 2012 года», как там говорят, Оскар Гоуту Бурсагова Марина Займухамедовна. Вы знаете, неудивительно, вполне закономерно, что мастер производственного обучения одного из ведущих училищ, вот говорили, есть звездочки среди мастеров, есть звездочки среди преподавателей, есть звездочки среди директоров. Вот это училище, это одна из этих ярких звездочек в системе профтехобразования. Их не так много, но они есть. На них равняются все остальные. Ну и в заключение мне хотелось бы сказать, что буквально перед тем, как зайти сюда, нам позвонил куратор, заместитель министра Муслим, и попросил, во-первых, всех от души поздравить. Выразил огромное сожаление по поводу того, что ни он, ни Хожа Ахмед сегодня, к сожалению, не могут быть на этом празднике. Вы знаете, что они всегда бывают на этом празднике. Но сегодня единый государственный экзамен по математике, и они все находятся там. Поблагодарить всех руководителей и гостей, которые сочли возможным сегодня посетить это мероприятие, и сказать всем вам: так держать, дал эту больше. Молодцы! Ну, спасибо, Марина. Спасибо, что не подвела, спасибо, что показала, оправдала доверие Ганги Бекхановны, как она сегодня
сказал о нашем учебном заведении и что ты нас поддержала так хорошо. Спасибо всем участникам. Поздравляю вас всех. У каждого свои номинации, свои достижения. Соответственно, это говорит о том, что вы по праву занимаете свою должность, вам доверили учащихся, и вы оправдываете это доверие. Мастер производственного обучения – это стержневая фигура в нашей системе. А система у нас большая, с историей и с будущим. А вы, самое главное, вы стержень этой системы. Марина Бурсагова работает мастером производственного обучения в технологическом техникуме 5 лет. Это ее первая победа. Она с волнением благодарит всех, кто верил и переживал за нее. Огромное спасибо за то, что организовали такое мероприятие, такой конкурс. Организаторам огромное спасибо. Большое спасибо жюри, что оценили в этом году мою работу мастера производственного обучения. Хочу поблагодарить своих коллег, которые поддерживали меня и выбрали меня. Ну все. Спасибо вам всем. Праздник завершился зажигательной лезгинкой. В рамках внедрения стандартов третьего поколения в Министерстве образования и наук Чеченской Республики был проведен семинар для директоров образовательных учреждений и их заместителей по теме «Разработка программ текущей и промежуточной аттестации для оценки освоения основных программ и среднего профессионального образования». Его первая часть была посвящена образу нормативно-правовых документов, вышедших в системе образования за последний год. Занятие проводил директор правового департамента Российской академии повышения квалификации работников Сергей Фиклин, кандидат юридических наук. Сегодня мы совместно с Министерством образования и науки Чеченской Республики, я как представитель Рособорнадзора Российской Федерации, организовали и проводим круглый стол по актуальным вопросам образования. В частности, сегодня мы обсуждаем с представителями образовательных учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования проблемные вопросы, связанные с порядком заполнения, хранения и учета бланков строгой отчетности, в частности документов государственного образца о образовании. У нас возникают на практике проблемы, связанные с тем, что документы и формы документов старого образца действуют, а стандарты приняты нового поколения, второго, третьего и так далее. Естественно, возникают вопросы и разночтения между формой документа и новыми программами, в том числе, которые реализуются в образовательных учреждениях. Естественно, сегодня мы собрались неформально, без галстуков, с тем, чтобы обсудить эти проблемы, может быть, по возможности совместно подготовить предложение для Миноборнауки Российской Федерации, Рособорнадзора России в этой части, с тем, чтобы не только ваша республика, это в целом все субъекты Российской Федерации, а у нас их 83, с этой проблемой в этом году уже столкнулись. Поэтому, я думаю, совместными усилиями мы попробуем найти какое-то общее решение, которое устроит и детей, потому что все это во благо детей делается, им с этими документами трудоустраиваться, и идти дальше учиться, и во благо учителей и руководителей, во благо министерства, во благо республики и России в целом. 21 июня в Грозном подведены итоги республиканских педагогических конкурсов. Учитель года 2012, молодой педагог и директор года. Церемония награждения прошла в президентском лицее. Министр образования и наук Чеченской Республики Анзор Музаев поздравил победителя и отметил, что последние 2 года учителя Чеченской Республики вошли в 5 лучших педагогов России на всероссийских конкурсах. А это большой успех для образования нашей республики, сказал он. Мы
последние 2 года серьезно взялись за подготовку и отбор победителей, так скажем. И плоды у нас с вами очень серьезные. 2 года подряд наши учителя входят в 5 лучших учителей Российской Федерации и становятся лауреатами, обладателями Малого Пеликана. Ну, конечно, у нас есть лозунг, который глава республики во всех видах говорит, это лучше смерть, чем быть вторым, но мы стремимся все-таки взять это 1 место, и я думаю, добьемся своего. Но к чему я это говорю? Вот буквально последнее совещание в Министерстве образования Российской Федерации, и многие специалисты, которые посещают различные форумы, не дадут мне соврать, действительно удивлены там, что 2 года подряд, а там лауреаты меняются каждый год. Директор школы у нас вошел в 20 лучших, тоже стал лауреатом. Молодой наш педагог стал лауреатом, и тоже были все удивлены способностью и талантом наших учителей. Все это просто так не остается, и действительно там, на федеральном уровне, это серьезно, все отслеживается и замечается. И это тоже показатель того, что мы не стоим на месте, а мы двигаемся вперед. Победителем конкурса «Учитель года-2012» стал учитель физики президентского лицея Алхазур Бакаев. Вручить ему награду министр пригласил на сцену заместителя председателя правительства Чеченской Республики по социальным вопросам Хадижат Дулаеву. Федор Федорович, сегодня мне очень приятно быть на этой церемонии, на церемонии награждения учителя года Чеченской Республики. И вдвойне приятно вручать эту награду Бакаеву Алхазуру Шамсудиновичу. Да, я надеюсь, что все вы, учителя, понимаете, насколько важная задача сегодня стоит перед вами. Потому что учитель — это не профессия, это призвание. И от вас сегодня, и от нас всех зависит наше будущее, наши дети. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы вы растили достойное поколение, и чтобы вы растили для себя достойную смену таких же высококвалифицированных преподавателей. Да, Также хотелось бы вручить Алхазуру Шамсудиновичу главный приз от президента регионального фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России. Это автомобиль «Лада Приора». Учителю трудно сказать 2-3 слова. Это не лекция, это не урок, но надо все-таки уложиться за минуту. Я благодарен организаторам конкурса, я благодарен моему лицею, которые нашли возможность отправить меня на конкурс, за то, что организаторы конкурса на конкурсе создали благодушную атмосферу, в котором появилось, значит, наше уважение, благодушие друг к другу. Я благодарен Всевышнему за то, что позволил мне сделать правильный профессиональный выбор. В моей жизни не было ни одного скучного дня. Так продолжается моя жизнь и сейчас. Благодарен всем, кто отметил мое профессиональное профессиональное. Лучшим молодым педагогом признан учитель истории школы номер 14 города Грозного Ахмад Амаев, а лучшим директором года стал директор гимназии номер 7 Руслан Ахьядов. Свои награды получили и другие участники конкурса. Наша программа поздравляет победителей и призеров республиканских конкурсов педагогического мастерства и желает всем успехов и творческого полета.